Время новостей на АТР. Вы смотрите «Заман». Подводим итоги 5 декабря. В студии София Абляева. Добрый вечер. Спецслужбы предотвратили русскую зиму. Об этом на заседании парламента заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, комментируя ситуацию с Михаилом Саакашвили. Сегодня утром бывшему губернатору Одесской области огласили подозрения в содействии свержению государственного строя и должны были его задержать. А уже завтра в 9 утра Михаила Саакашвили ждут на допрос в СБУ. Юрий Луценко заявил, что подозревает Саакашвили в том, что тот получил $500 000 на акции протеста от беглого бізнесмена, подельника Януковича Курченка. Було встановлено, що ці особи, Курченко та його помічник, постійно спілкуються з правою рукою лідера Руху нових сил Михаїла Саакашвілі про те, скільки коштів фінансування треба виділити на повстання задля усунення діючої влади в Україні. Нами задокументовано оперативно з номерами купюр суми, які видавалися для Саакашвілі для організації так званих народних протестів. Загальна сума фінансування, про яке йдеться на плівках, котрі ви зараз побачите, сягає близько $500 000. Із них майже половина задокументована по номерам купюр і під аудіо та відеоконтролем була вручена правій руці Михаїла Саакашвілі Северіону Донгадзе. Нардепы, выслушав генпрокурора, высказали свое мнение. Все жаждут открытого судебного процесса, который должен поставить точку в этом деле. Що ця ситуація сьогодні шкодить гаранту прав і законів України, Конституції, бо це підстава найвищої посадової особи країни і гаранта нашої Конституції, президента України. Сьогодні Генеральний прокурор поводиться як політик, а не як процесуальна особа, і це ганьбить українську правоохоронну систему. А з Саакашвілі і відео треба розібратись в суді і показати країні, хто руйнує українську державу. З першого дня говорили про те, яка помилка була покликати сюди Саакашвілі. Що це грузинський Янукович, який полікоть в крові свого народу. Що це абсолютно, що громадянство його незаконне. Що це безпринципний персонаж, який заради влади і грошей готовий переходити будь-які моральні межі. Работники Генпрокуратуры и спецподразделения «Альфа» пришли к Саакашвили домой сегодня утром. Пока они проводили обыск, сам Михаил Саакашвили взобрался на крышу дома и обещал сброситься. О бурном утре лидера Руху новых сил. Далее в сюжете. Стук в дверь, нашивки СБУ на спинах правоохранителей и крики сторонников. Так началось сегодняшнее утро у Михаила Саакашвили. К нему утром наведалась служба безопасности Украины с обыском. Але просто від вас прохання, давайте зберігати спокій і ставитися з повагою тих співробітників, які зараз є при виконанні. Чекаємо представника вашого посвідчення і з ухвалою суду. Покажіть посвідчення, вам депутат народний показав, а ви не можете показати. Хто ви такі? Правоохранители не пускали в помещение адвокатов и народных депутатов Украины. Позже СБУ подтвердила, они помогают следователям Генпрокуратуры в рамках открытого ею производства. Дійсно проходять слідчі дії. Співробітники СБУ здійснюють оперативний супровід у рамках кримінального провадження, яке розслідує Генеральна прокуратура. Саакашвили тем временем забрался на крышу дома и даже угрожал оттуда броситься вниз. В конце концов, правоохранители задержали Саакашвили и вывели его с крыши дома. При задержании политика сторонники лидера движения «Новых сил» заблокировали автомобиль, в котором находился Саакашвили. Генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге объясняет, Саакашвили подозревают в попытке свержения государственного строя. В качестве доказательства обнародует запись разговора якобы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с доверенным лицом Януковича Сергеем Курченко, который сейчас скрывается в России. У меня в Украине есть бизнес-интересы, у меня есть финансовые ресурсы, у меня есть возможность в России заходить в разные кабинеты. Я заинтересован в том, чтобы построить с вами какую-то такую историю длинную. Возможно такое развитие событий? Я думаю, что надо просто вам с нашим другом поговорить на эту тему. В принципе, это отдельный разговор, и надо поговорить, обсудить с ним.
Луценко утверждает, Саакашвили и Курченко договаривались о сотрудничестве. У следствия есть данные о передаче олигархам людям Михаила Саакашвили $500 000. Он якобы решил спонсировать лидера движения «Новых сил» в обмен на возвращение активов, которые потерял после того, как сбежал в Москву. Вчора було прийнято рішення про затримання Михайла Саакашвілі для проведення з ним слідчих дій і вручення підозри. Будь-який політик України, який встановлює задля власної політичної мети контакти із Януковичем та його оточенням, перестає бути політиком. Він переходить в стан підозрюваних по кримінальному провадженню. В микроавтобусе Саакашвили просидел около 4 часов. Ближе к 2 дня активисты разбивают окна в автомобиле, вытаскивают Саакашвили через заднюю дверь автомобиля. Освобожденный Михаил Саакашвили выступает с громкоговорителем и выдвигается в парламент. На площади Конституции он называет наглой ложью сотрудничество с Курченко и Януковичем. Он также требует отставки генпрокурора и главы СБУ, а также импичмента президента Украины. Маргарита Потапова, Роман Ревиджук, Людмила Гарпинич. Заман, АТР. Зимняя Олимпиада 2018 в Пхенчхане пройдет без россиян. Россию отстранили из-за допинг-скандала. Такое решение принял Международный олимпийский комитет буквально час назад, отметив, что те российские спортсмены, которые по результатам исследований не принимали допинг, смогут принять участие в Олимпиаде 2018 и выступить только под нейтральным флагом. Кроме того, во время спортивных соревнований гимн страны-агрессора звучать не будет. Также на Олимпиаду не аккредитовали ни одного сотрудника Министерства спорта. Российская Федерация самого министра Виталия Мутко пожизненно дисквалифицировали от участия во всех Олимпиадах. Мы постараемся организовать в Пхенчхане в 2018 году церемонию награждения медалями тех спортсменов, которые не получили свои заслуженные медали, для того, чтобы компенсировать упущенные моменты. Оккупанты отклонили апелляции на арест крымским татарам. Речь идет о фигурантах так называемого дела о вымогательстве Асане Чапухе и Кизиме Аметове. Их оставили под стражей до 15 января. Защита просила домашний арест, в частности, ссылаясь на состояние здоровья своих подзащитных. В знак протеста против отклонения апелляции Асан Чапух объявил голодовку. Люди пришли поддержать фигурантов так называемого дела о вымогательстве денег у гражданина Турции. На суде родные Асана Чапуха. Его жена Асия Ханум не видела мужа с момента задержания. В камерах дышать нечем. Жалобы, конечно, у него вот это вот на грибок, там, на сырость, и личные вещи, гигиены, то, что передавали, там полотенца, все это нельзя. Со дня содержания 23-го до сих пор еще ни разу его ни в душ не водили. В обход российского закона на заседании судья запретила вести видео и аудиозапись. Адвокат Чапуха Айдар Азаматов просил суд перевести подзащитного под домашний арест, мотивируя тем, что у него слабое здоровье, скачет давление и в СИЗО нечеловеческие условия. Эти доводы суд отклонил. В знак протеста Чапуха объявил голодовку. Я буду отговаривать вообще-то. Это не для его возраста это уже. Но, по-моему, бесполезно с ним. Если он решил, то, скорее всего, это так и будет. Просили суд изменить ему меру пресечения ввиду того, что он пожилого возраста, выезду за пределы Крыма или за пределы Российской Федерации со стороны органов предварительного следствия не было предоставлено. Однако суд никак не отреагировал. С опозданием на час оккупационный суд начал рассматривать апелляцию защиты Кизима Аметова. Эмиль Курбединов предоставил суду документы о том, что у Аметова есть жилье, где он может находиться под домашним арестом. Он женат, у него 3 детей, один из них несовершеннолетний. Дочь Кизима Аметова Наджие на следующее заседание будет требовать переводчика. Передала через адвоката, чтобы он обязательно просил для себя переводчика, так как он все термины юридические не понимает до конца, поэтому иногда теряется.
Возможности пока видеться нет, можно передавать передачи, не все принимают. Я верю в то, что он сильный, что он совсем справится, не будет принимать это близко к сердцу. Такая мера пресечения, как арест и содержание в СИЗО, это не что иное, как просто давление на человека, которого это государство преследует. Это не что иное, как какой-то элемент пыток. По-другому это не назовешь. Он спокойно мог содержаться под домашним арестом. Оккупационные судьи не приняли во внимание никаких доводов адвокатов. Оставили Кязима Аметова и Асана Чапуха по страже до 15 января. Их вместе с Бекиром Дегерменчи и Русланом Трубачом подозревают в вымогательстве денег у гражданина Турции, который втерся в доверие к ветерану национального движения Виче Кашка и украл у нее деньги. Активисты национального движения хотели помочь ей деньги вернуть, но во время встречи ФСБ устроила на них облаву, в результате которой погибла 83-летняя Виче Кашка. Эльвина Сидбулаева, Олег Трофимович. Крым, Заман, АТР. Еще 2 месяца ареста. 3 из 6 фигурантов так называемого дела Бахчисарайского дела Хизбут Тахрир продлили срок содержания под стражей. Их задержали 11 октября в Бахчисарае, обвиняют в терроризме и участии в запрещенной в России организации Хизбут Тахрир. У суда собираются десятки неравнодушных людей. Пришли поддержать соотечественников. Говорят, знают задержанных как порядочных людей. Они пользуются уважением в Бахчисарае. В здании суда пропустили не всех. Большинство осталось на улице. Мы хорошо знаем их и их семьи. Поэтому в такой момент, в такую трудную минуту, я считаю, мы не должны оставаться в стороне, а наоборот, подходить, приходить и поддерживать своим присутствием. Суд проходит на 2-м этаже. Тех, кто смог зайти в помещение, судебные приставы начали выгонять и требовать спуститься на 1-й этаж, который также переполнен. Мотивируют тем, что люди мешают работе суда. Крымские татары, крымские мусульмане, которые в знак своей солидарности, в знак своего протеста против несправедливости регулярно, повторяю еще раз, регулярно посещают все суды. На заседание суда пришли дети политзаключенных. Им удалось повидаться с отцами. Поддержать пришли бабушку. Увидели его? Да. Да? А он вас видел? Да. Что бы вы хотели передать своему бабушке? Здоровье. Чтобы вернулся. Да. Не только он, и все. Да. Все наши братья. Пришедшие убеждены, на суды нужно ходить, чтобы поддержать незаконно осужденных и придать огласке правонарушения в оккупированном Крыму. И мне только было жаль, что не пришли сюда все честные люди, чтобы услышать этот приговор суда, чтобы услышать оправдание много в адрес этих молодых людей, ни в чем не повинных. Мне жаль, что наша общественность не явилась на этот суд, что не было ни одного корреспондента, которому я хотела рассказать всю правду. Адвокаты просили для подзащитных домашний арест, так как все задержанные многодетные отцы. Я говорил о том, что вообще постановление об аресте само изначальное, оно было вообще не обосновано, и на основании чего их арестовывали, было тоже непонятно. Я обращал внимание на это суда. Огромное количество характеристик положительных. В отношении моего подзащитного ситуация уникальная. У него 12 несовершеннолетних детей, и скоро будет 13. То есть то, что органы предварительного следствия заключили его в следственный изолятор, это фактически может бросить на грань нищеты его семью. Марлена Асанова, Эрнеста Аметова и Сервера Зикирьяева обвиняют в терроризме. Их вместе с Сираном Салиевым, Меметом Беляловым и Тимуром Ибрагимовым задержали 11 октября после обысков в их домах. В СИЗО они проведут еще как минимум 4 месяца. Ридван Алиев, Олег Трофимович, Крым, Заман, АТР. Адвокатов крымских политзаключенных научат защищать права своих подзащитных в международных организациях. Члены Меджлиса начали сотрудничество с правозащитной организацией Freedom House. Именно они научат крымских юристов готовить жалобы в специальные комитеты ООН и подавать заявления в Европейский суд по правам человека. В рамках этого пилотного проекта мы планируем подать, как минимум 5 вот таких вот жалоб и заявлений. Основная цель – это расширять и готовить больше юристов, которые могли бы квалифицированно подавать документы в такие авторитетные органы для дальнейшей реакции международного сообщества.
Праздник света, музыки и любви к национальной культуре. На полуострове состоялся финал популярного детского талант-шоу «Джанлы Сес». К нему участники готовились весь год. Из 500 претендентов в финал прошли только 25 детей. Подробнее об этом далее в сюжете. Десятки часов упорных репетиций, уроки вокала, хореографии – все для того, чтобы выступить на своей первой в жизни большой сцене. Финалисты «Джанлы Сес» соревновались в двух возрастных группах и двух номинациях – крымско-татарский танец и крымско-татарская песня. Дети радуются, действительно развитие идет, хотят идти. Притом я смотрю не только Бзим Баллар, то есть крымские татары, также и другие народы хотят приходить петь на нашем родном языке. По традиции наставники финалистов популярные крымско-татарские звезды. Многие из них сами вышли на сцену выступить в дуэте с победителями конкурса прошлых лет. Организаторы отмечают, творческий уровень конкурса растет с каждым годом. В этом году дети показали очень высокий уровень. Мы увидели результат работы нашей команды. Сегодня дети подарили нам радость, счастье и гордость за наш народ и его культуру. Гости признаются, 5-часовой галоконцерт пролетел как 5 минут. Море эмоций, море впечатлений. Было все на высшем уровне. Хочу выразить благодарность Джанлы Сес за такой масштабно-зрелищный концерт. Я очень рада, что я пришла сюда. Мне очень понравился этот концерт. Выбрать победителей для жюри конкурса стало нелегкой задачей. Первыми среди вокалистов в старшей и младшей группах стали Сервер Карабаев и Амина Мамедова. Лучшими танцорами назвали Айдера Сулейманова и Амета Куртусманова. Приз зрительских симпатий получил Шаиб Абдуджемилов. Зарина Вапова, Эдем Кишвеев, Ридван Алиев, Крым, Заман АТР. Это все, что мы успеваем вам рассказать. Информационный вечер на телеканале АТР продолжается. Оставайтесь с нами.